Одной из самых спорных и, возможно, незаслуженно забытых фигур среди женщин-воительниц в истории Казахстана является царица Зарина. Зарина родилась в IV веке до нашей эры в семье знатных сакских вождей. Отец был правителем племени массагетов. В переводе с древнетюркского «Зарина» означает «золотая» или «драгоценная». Согласно традициям, так называли самых желанных и ожидаемых детей в семье. В истории остались также имена ближайших соратниц царицы Зарины. К примеру, ее личным телохранителем была Кунсулу. Якобы в свои 12 лет она уже командовала отрядом из 100 воинов. Главным военным советником Зарины также была женщина. Ее звали Арнагуль. В 16 лет Зарину выдали замуж за Кидрея, правителя Сакского племенного союза, в который входили и массагеты, Парадарая, Тиграхауды и Хаумаварги. Это было непростое время. Захватить территории, на которых проживали сакские племена, много лет пытались медийцы. Борьбу с ними возглавил царь Кидрей. Согласно сакским традициям, Зарина все время находилась рядом со своим супругом и отважно сражалась с врагами. Когда же в одном из ожесточенных боев Кидрей погибает, место правителя сакских племен занимает Зарина. Зарина вступает в союз с парфянами и выходит замуж за их правителя Мермера, чтобы иметь достаточно ресурсов для победы над Мидией. Однако, вопреки общепринятой практике, с супругом она договаривается, что своими сакскими племенами будет управлять самостоятельно и единолично. После того, как медийцы были повержены, конфликт в борьбе за власть между супругами стал нарастать. И в одном из таких противостояний Зарина убивает Мермера. По легенде, она произнесла при этом слова: «Мермер мой муж, но мне дороже мой народ и моя страна». Будучи мудрой правительницей, Зарина понимала, как важна для развития торговля, поэтому она построила на берегу реки Сырдарья большой город Раксанаки, который впоследствии продолжил свое существование под названием Саганак. Вообще, ее биография настолько переплелась с легендами, что трудно определить, где правда, а где вымысел. Согласно сохранившимся сведениям, благодарные саки похоронили свою правительницу в пирамидальном кургане, каждая сторона которого была длиной в 690 метров. К сожалению, в настоящий момент доподлинно неизвестно, где покоятся останки великой царицы. Согласно данным исследователей, первые отряды сакских амазонок начали создаваться именно при правлении Зарины. В них набирали девушек 12-13 лет и обучали военному делу. Стрельба из лука и владение копьем были обязательными предметами. Позже Зарина даже издала указ, согласно которому все сакские девушки должны были пройти военное обучение и только после этого получали право выйти замуж. Эти военные отряды продолжили свое существование и после смерти Зарины. Воспитанницей одного из них была и Тамирис, которая сейчас многократно превосходит Зарину в популярности. Ее имя известно почти во всем мире.